На этой неделе наши коллеги из периодических изданий отметили профессиональный праздник – День печати. Его история берет начало в 1703 году, когда в России была опубликована первая газета «Ведомости». Прошло чуть более 200 лет, и у нас в Коми крае издается «Зырянская жизнь». Евгения Колоткевич изучила историю вопроса. Первый номер «Зырянской жизни» в архивах не сохранился. Вероятно, весь тираж изъяли по политическим мотивам. Второй номер цензуре уже соответствовал, и несколько экземпляров дошли до нашего времени. В 1918-м редактором газеты стал известный комик-драматург и поэт Виктор Савин. Большая часть газетных колонок о развитии культуры, архитектуры, промышленности. В 1921-м, после образования Коми автономной области, «Зырянская жизнь» была переименована в «Югытуй». В 30-е газета разделилась еще на два издания – «За Новый Север» и «Верлоджищ», что переводится как «Лесной рабочий». Самая старая газета нашего фонда – это газета называется «Верлоджищ», в переводе «Лесной рабочий». Была она выпущена и издана в 1932 году на коми-языке. Использовался в то время молодцовский шрифт. Параллельно этой газете позже начали издавать уже газету «За Новый Север». Это уже на русском языке. В те времена писали о повседневной жизни коми-народа. Например, чем они занимались? Колхоз, лесозаготовки, работа, охота, рыболовство. Очень много времени уделяли. В 1955 году оба издания объединяют в «Красное знамя». В печатном виде газета просуществовала до 2014 года. Потом по разным причинам перешла в электронный формат. Современная периодика Коми сегодня насчитывает 68 официально зарегистрированных печатных изданий. Часть из них – районная пресса. К слову, так называемые районки появились у нас в 30-е годы прошлого века. Концепция и принцип работы таких газет с течением времени почти не изменились. В редакции работают, как правило, не более 10 человек, ударная сила газеты – внештатные авторы на местах. Они присылают новости из самых удаленных уголков. Тема публикаций как 80 лет назад, так и сейчас примерно одинаковы. Жизнь района, истории выдающихся людей, сельское хозяйство, культура и спорт. Мы пишем и на экономическую тематику, также и освещаем работу предприятий жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальной сферы. Также мы пишем и о сельском хозяйстве, об открытии ферм, о работе аграриев. Обратная связь, она поддерживается сейчас через нашу группу ВКонтакте «Газеты вперед» и через сайт газеты. И это сейчас очень просто, очень быстро налажено. Если что-то людям не нравится, есть какие-то предложения, замечания к работе редакции, они всегда могут нам сообщить. И вот некогда возникшая в голове идея становится темой очередной статьи. После того, как весь материал отписан, выпуск отправляется в печать. Издательский дом Коми выпускает сразу 5 журналов на коми-языке. Его директор отмечает, когда имеешь дело с текстом, очень важно идти в ногу со временем, особенно если дело касается шрифтового оборудования. Здесь нужно работать и ловить, опять же, тенденции современные. И при этом можно сохранить что-то хорошее, да, из того, что было, и использовать его. Одна из главных наших задач на 2021 год – это разобраться с техническим и программным обеспечением для верстки наших газет и журналов. Как бы не смешно это ни звучало, там наши программы верстательные обновлялись в 1998 году. В 1998. И тот же, например, журнал «Елога», 48 полос. Я знаю, что главред Мария Ягушева, она верстает чуть ли не каждую страничку отдельным файлом, чтобы оно в какой-то момент не зависло, и все, что было создано, допустим, страниц 40, слетело. А такие проблемы бывали, я вижу, как она плачет, потому что, ну вот такие вот условия. Гораздо проще условия, кажется, у электронных СМИ. Новостная лента оперативно обновляется. Чтобы окунуться в пучину происходящего вокруг, достаточно нажать пару кнопок на смартфоне. Возможно ли, что интернет вскоре вытеснит печатную периодику? Вопрос обсуждается давно. Журналисты с многолетним опытом, чья карьера пришлась на советскую эпоху, уверены, печатная пресса будет актуальна еще минимум 10, а то и 15 лет. Для пожилого и среднего поколения им нужно подышать краской, чтобы газета шелестела, подержать ее в руках. Вот это еще, вот эти рефлексы еще надолго останутся. Там, где вот у нас любой вот Ижмук, Огородок, Обьячево, взять районный центр, там же они печатаются еще вот на бумаге. Да. Но если, конечно, электронный формат, пожалуйста, заходи на сайт редакции и читай.
и они и не выписывают, допустим. От этого падают потом тиражи. Но, тем не менее, вот «Кагородская газета» тиражом порядка 1000 экземпляров еще выходит на небольшой район. Сегодня как никогда актуальны вопросы ответственного и этичного освещения событий. Каждый день журналистское сообщество сталкивается со злоупотреблениями в информационном пространстве. Иногда это безобидные шутки, иногда целенаправленное негативное воздействие, которое может повлиять на судьбы людей. Умение проверить источник, корректно преподнести информацию, не навредить. Сегодня это, пожалуй, самая сложная задача журналиста, и неважно, где он работает – в районке, электронных СМИ, на радио или ТВ.